Сегодня все только и обсуждают, что обложку нового номера журнала «Шпигель». Ах, какая бестактность поместить фрау Меркель в один ряд с офицерами вермахта, позирующими на фоне Афинского некрополя. Какая низкопробная ирония на тему военных репараций за оккупацию Греции. Их, напомню, требуют новые власти последней. Другие, а для нас главные события Второй мировой, на Западе интерпретируют без стеснения, пропуская через призму актуальных событий. На днях бывшие послы США на Украине, вот эти милые господа, заявили, что праздновать 70-летие Победы нужно не в Москве, а в Киеве. Кроме прочего, приведен и такой аргумент. В процентном соотношении к общей численности населения Украина понесла большие потери, чем Россия. Число попыток переврать историю в последнее время возросло в геометрической прогрессии. Кто и почему не жалеет на это ни сил, ни миллионов долларов, выяснил Сергей Холодшевский. Ежегодный марш ветеранов СС по улицам Риги. Европа, которая раньше нетерпимо относилась ко всем проявлениям нацистской идеологии, теперь закрывает на это глаза. История стала оружием в современных информационных войнах. Два британских писателя Макс Гастингс и Энтони Бивор ставят под сомнение освободительную миссию советской армии в Восточной Европе в годы Второй мировой. По мотивам книги Бивора снимают художественный фильм, где советский солдат – это садист и насильник. Бивор заявляет о 2 миллионах немецких женщин, подвергшихся насилию. После этого ни один европейский школьник не поверит, что советская армия была армией-освободительницей. Оба писателя, и Бивор, и Гастингс, называют советское наступление вторжением и отмечают жестокость русских солдат. Лишь мимоходом замечают, что это была реакция на зверство фашистов на территории Советского Союза. На каждого немца, убитого Красной Армией, приходится 3, 4 или даже 5 русских, павших от рук вермахта, Люфтваффе или СС в дни их триумфа. У большинства русских солдат всякое чувство жалости и сострадания умерло еще раньше, на сотнях полей сражений. Знак равенства между Гитлером и Сталиным, между Освенцимом и ГУЛАГом. Вот новый тренд в европейской историографии. Все это мастит дорогу к тому, чтобы объявить Советский Союз задним числом преступным государством, подвергнуть его запоздалому такому виртуальному суду, поставить под сомнение подпись Советского Союза под важнейшими международно-правовыми актами 20 века. Георгий Цаголов рассказывает о недавно вышедшем в Голландии 6-томнике о Второй мировой войне. Восточному фронту там был посвящен всего 1 параграф. Хотя официально историки признают, что из каждых 10 немецких солдат, не вернувшихся с войны, 8 были убиты на Восточном фронте. Я думаю, что Запад рассуждает так, что, мол, вот... В 90-х годах вы же признали, что социализм плохо, а капитализм хорошо. Так подчиняйтесь нам теперь, мы же главные в этом лагере. Экономическая война, информационная война и вот фальсификация истории Второй мировой войны – это часть вот этой картины. Понимаете, надо не только сказать, что ты сегодня что-то не так делаешь, но что и вчера в твоей истории ничего не было хорошего. Финский публицист Йохан Бекман считает, что на этой волне возрождается скандинавский реваншизм и считает, что наиболее активную роль по дискредитации итогов Второй мировой войны играют страны Прибалтики, которых поощряют к этому Соединенные Штаты. В качестве примера Бекман приводит фильм латвийского режиссера Эдвинса Шнора «Советская история». Нацисты уничтожают гражданское население. Это называлось метод сардин. Жертвы лежали в яме, подобно сардинам в банке. Герои фильма убеждают западного зрителя в том, что идея Холокоста принадлежала Марксу, а НКВД обучала гестапо истреблению евреев. Сейчас, по словам Бекмана, фальсификация истории происходит на Украине в режиме реального времени. Украинские власти, силовики, они и вот эта хунта, которая там сейчас сидит вместе парламента, они же фальсифицируют историю вот этой войны, которая сейчас идет, их гражданскую войну, когда они убивают мирных жителей Донбасса, они фальсифицируют и эту историю сразу же. Речь идет об изменении самого смысла Второй мировой войны в угоду новой геополитической конъюнктуре. Если в ума людей будет заложена мысль, что ты живешь в стране, которая ничего не принесла хорошего, не было никакой освободительной миссии, в стране, которая
нанесла большой ущерб европейской цивилизации. Ты будешь думать о том, а что дальше делать. Да? Зачем нам нужна экономика, сильная армия, если мы так себя ведем в исторический период? Доцент исторического факультета МГУ Андрей Шадрин рассказывает об исследовании, в рамках которого ученые внимательно прочитали учебники истории 12 бывших республик Советского Союза. Главный вывод – национализм носит прикладной характер, а высшей ценностью объявляется разрыв с Россией. Ярче всего это проявилось в эстонском учебнике по истории. Так там, значит, окончание Второй мировой войны трактуется как поражение Эстонии. Ну, очень близко по оценке оценка в латвийском учебнике. Главный герой Второй мировой войны в американской версии рядовой Райан, высадившийся в Нормандии в 1944-м, переломивший ход войны и дошедший практически до Берлина. О том, что Берлин штурмовали советские войска, а СССР заплатил за победу миллионами жизней, ни слова. Знать об этом американским школьникам не обязательно. Демократия подверглась угрозе, когда диктаторы в Азии и в Европе начали укрепляться. Америка, как она справилась с этой угрозой? Она справилась с тем, что она победила во Второй мировой войне. Российские историки уверяют, что попытки Запада по-новому взглянуть на итоги Второй мировой войны – это, с одной стороны, способ для некоторых государств оправдать свои собственные ошибки, а с другой стороны, подорвать фундамент, на котором стоит здание сначала советской, а потом и российской идентичности. Сказать молодому поколению, что все эти многомиллионные жертвы Великой Отечественной были напрасными. Для исторической дискредитации не жалеют ни сил, ни средств. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков уверяет, что, например, прибалтийские историки, получающие западные гранты, отрабатывают все до копейки. Финансирование идет не только через гранты, но и через различные комиссии и некоммерческие организации, включая музеи памяти и исторические общества. На американском политическом сленге это называется выделение средств для поддержки демократии. В схеме участвуют десятки различных фондов и правительственных организаций, через которые проходят по разным оценкам сотни миллионов долларов. Это борьба за сознание людей. Если нам брошен вызов, мы должны сражаться за умы людей, понимаете? Если мы не будем этого делать, то мы будем иметь то, что вот сейчас имеется на Украине. Пока же за свою историческую память русские сражаются на просторах интернета. Кемеровский врач Вадим Раскин стал инициатором необычного флешмоба «Поздравь Ангелу Меркель с Днем Победы». И все из-за того, что канцлер поначалу отказывалась ехать в Москву на 9 мая. Основная цель этой акции была не столько там как-то, так сказать, подколоть фрау Меркель, сколько показать всем, в первую очередь жителям Европы, Европейского Союза, что это наш общий праздник. Акция стала настолько популярной в сети, что к ней уже присоединились десятки тысяч человек по всему миру, в том числе и из самой Германии. Сергей Холошевский, Максим Зирин, Антон Щербаков и Александр Болотников, телекомпания НТВ Кемерово, Санкт-Петербург, Москва.